Поселок Светлый Камрадского района был основан в 1913 году. Еще его называют поселком городского типа. Из давних времен идет молва, что в этом населенном пункте живет очень патриотичное население. Побывав в Светлом маршрутом автобусной компании по гражданской журналистике, мы убедились в этом. Дух патриотичности все же присутствует в местной молодежи. Чтобы решать какие-то важные проблемы. Я думаю, что да, конечно, потому что каждая молодежь должна отвечать за свою страну, за свою, где он живет. Например, это экология, потому что каждая страна, вот Молдова, например, экология очень загрязнена, и нужно решать проблемы, чтобы было, очищали. И что бы это принесло бы вашему селу? Я думала, что пошла бы, конечно, потому что это, если проблема, то чтобы она стала общественной и чтобы мы смогли ее вместе решить. И думаю, что это помогло бы селу, конечно. Представители сильного пола также в духе патриотичности считают, что куда полезнее заняться чем-то действенным, нежели вести непристойный образ жизни. Молодежь сейчас, она слабо у нас развита, им негде сейчас просто-напросто развиваться, вся молодежь уходит в пьянство. Извините за такое выражение, но просто они должны чем-то заняться. Они должны помогать своей стране в некоторых случаях. Именно такими средствами, как посмотреть просто, походить, какие проблемы есть в нашей Молдове. И даже не в нашем селе, в других селах тоже должны быть такие люди, такая молодежь. В данном контексте вспоминаются слова Уинстона Черчилля: «Меня не пугают никакие действия, куда страшнее бездействие». Как можно ждать каких-либо улучшений, если самим ничего не делать? Наталья Васильевна, учитель истории, считает точно так же. Именно молодежь должна такие проблемы рассматривать и предлагать решение этих проблем, потому что они являются очевидцами некоторых проблем, которые нужно решать. Если будет связь с телекомпанией, что-то покажут именно в плане, именно на видео, через телевизоры, через другие виды, через сайты какие-то на компьютере, то я думаю, что это будет быстро решаемо, потому что иначе как, если будем молчать и ничего не показывать, ничего не предпринимать, ничего не решится, само собой. Нашей телекомпании остается только надеяться, что ребята действительно пойдут на сотрудничество с нами, и это будет выражаться не только словами, но и действиями.